Селям алейкум, хайрлых шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе с нашим гостем будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня и которые, конечно же, касаются временно оккупированного Крыма. Ну что ж, я рада представить гостя нашей студии. Это Светлана Кушнер, політичний эксперт. Витаю вас. Витаю вас. Давайте нашу беседу мы начнем с вами с такого информационного сообщения. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео призвал Россию вернуть аннексированный Крым Украины и прекратить репрессии против местного населения. Далее вот цитата. Росія повинна припинити утиски тих, хто чинить опір її окупації, звільнити всіх незаконно утримуваних українців і повернути Україні повний контроль над півостровом. Крим – це Україна. Ну что ж, это вот очередное такое декларативное заявление от Майка Помпео, или же все-таки оно что-то за собой последует? Вы знаете, что это первый раз мы слышим из уст госсекретаря о Крыме, о том, что Крым — это Украина. Вот именно в такой формулировке, когда они ставят фактически дипломатический ультиматум Российской Федерации. Ведь это Но все... я бы не сказала первый раз, они на прошлой неделе тоже говорили. Это все, да, вот я хочу просто связать это и подчеркнуть, что случилось для россиян неприятность. США усилили санкции относительно достройки второй нитки Северного потока-2. Собственно говоря, санкции будут касаться всех страховых компаний, которые попытаются застраховать риски. Да, мы поговорим еще про Северный поток. Да, вот, но просто это все связано. То есть это не просто так, это не из ничего и не из воздуха. Ну и, в принципе, это еще одна такая поддержка для Украины, которая должна торпедировать вопрос возврата Крыма. Потому что вы знаете, что на прошлой неделе наша делегация встречалась Во Франции, да, была, да. в Париже встречались по поводу ситуации на Востоке, на Донбассе. Поэтому в этой связке можно рассматривать и Крым. И вы знаете, что всегда Российская Федерация очень чувствительна, когда Украина начинает в своей повестке дня поднимать вопросы возврата Крыма. Это очень для них чувствительно. Ну вот это я хотела спросить. Не кажется ли вам, что в последнее время удивительно хорошо тема Крыма актуализировалась? И вот вы сказали про Францию, но до Франции еще с официальным визитом наши чиновники были в Берлине, да, и Дмитрий Кулеба там на пресс-конференции сказал про Крым и сказал о возможном создании международной площадки, о неизбежной деоккупации Крыма. То есть вот не кажется ли вам, что вот действительно какие-то процессы в отношении Крыма, они вот уже начали происходить? Это хорошо, это нужно приветствовать, потому что если у нас есть площадка по Донбассу, то должна быть площадка и по Крыму. Вы знаете, что последние годы, а особенно вот 2019 год и часть этого 2020, Крым, украинская власть доставала карту Крыма в международных переговорах, и сразу тональность у наших оппонентов, у оккупантов, она изменялась. Они начинали искать другие обходные маневры для того, чтобы мы закрыли рот и не говорили про Крым. То, что Кулеба говорит про Крым, то, что Помпео говорит про Крым, то, что мы с вами сейчас в студии вынесли это в повестку дня, это очень хорошо. Ну, мы каждый день об этом говорим. Но на остальных центральных каналах это появляется вот только если какие-то очень высокие лица это вспоминают. Поэтому это прекрасно, оно должно быть у нас все время. Мы не должны это выносить куда-то за скобки и забывать. Для Российской Федерации сейчас это чувствительная тема. И будет она чувствительна до, я думаю, вот до единого дня голосования. Он у них в сентябре, еще непонятно, будет, не будет, но тем не менее пока говорят, что так. Ну и плюс момент изменений в Конституции, которые будут тоже проходить. Еще. Да, поэтому кроме всего прочего, давайте еще одну маленькую такую сюжетную линию введем. Вы знаете, что на прошлой неделе был внесен в Верховную Раду законопроект о всеукраинском референдуме. И там отдельной строкой было написано о изменении территорий.
Для меня это опасный момент, потому что, как мне кажется, под эту марку могут, ну, и как говорится, могут сдать и договориться. Кто? Ну, для того, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе, вы знаете, что есть такая формула Донбасс в обмен на Крым. Мы забываем о Крыме, но получаем весь Донбасс. Это неправильная формула для Украины. Украина должна возобновиться в территориях, которые были на первое число января месяца 2014 года. Это априори, это не обсуждается. Поэтому все остальные вещи и вот такие вот опасные, как зміна территорий, хотя нам объяснили, что это мы будем присоединять территории. У меня был вопрос к одному из авторов законопроекта кулуарно. Это что мы будем присоединять? Если вы говорите о присоединении так называемых ЛНР, ДНР, то это наша территория, суверенная. Мы ее не присоединяем, мы ее возвращаем. Если вы говорите о присоединении территорий Автономной Республики Крым, которая на сегодняшний день есть оккупирована, это наша суверенная территория. О каких присоединении территориях вы говорите? Вот для меня страшен этот пункт, потому что это может быть вот как раз сдача территории. И эта формула Донбасс в обмен на Крым. Президенту это Зеленскому в полная ближайшее зрада. время нужно будет демонстрировать прогресс прогресс по восточному направлению. Может быть и такое. Я не исключаю. Вот про Минск мы еще с вами поговорим. Вот вы затронули тему обнуления президентских сроков Владимира Путина. Президент России Владимир Путин назначил на 1 июля голосование по изменениям в Конституцию Российской Федерации, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года. Всероссийское голосование по изменениям в Конституцию, которые коснутся и должности президента, изначально планировали провести 22 апреля, но из-за пандемии перенесли. На территории аннексированного Крыма оккупанты также хотят незаконно провести это голосование. С нами сейчас на прямой связи российский журналист Игорь Яковенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как у вас там с обнулением? Вам приходят какие-то сообщения на номер телефона с призывом прийти и проголосовать? Ну, они на самом деле постоянно существуют в паблике, постоянно в телевизоре, постоянно, так сказать, существуют на почту и так далее. Все это пронизывает российское медийное пространство полностью, поэтому тут все понятно. Я только одно слово хотел сказать. Я застал, так сказать, вот отрывок вашей дискуссии по поводу там, обмена Крыма на Донбасс и так далее. Я полагаю, что самое главное, что сегодня, ну, как мне кажется, должно присутствовать в украинском медийном пространстве, это понимание четко того, что с Путиным и с его окружением вообще нельзя вести никаких переговоров, кроме как обмена, так сказать, заложников и пленных. Вот никаких других нельзя просто вести. Это, ну, просто должно стать аксиомой. Понимаете? Вот это аксиома. Да, мы С просто... ними нельзя. Да, Да, нельзя вести переговоров. Теперь по поводу обнуления. Можно вот до обнуления, я по поводу переговоров, у меня вот еще уточняющий вопрос. Мы почему говорили, вы знаете, в Берлине был министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с официальным визитом и еще несколько украинских чиновников. И там, вы, наверное, знаете, на пресс-брифинге с Хайко Маасом Дмитрий Кулеба говорил о том, что Украина планирует начать создание международной платформы по неизбежной деоккупации Крыма. Вот как вы думаете, можно ли каким-то образом заставить Путина сесть за стол переговоров по Крыму? Если да, что это может его заставить? Я думаю, что это абсолютно пустые хлопоты. До тех пор, пока Путин в Кремле, Крым будет оккупирован. До тех пор, пока Путин в Кремле, Донбасс будет оккупирован. Вот это все абсолютно пустые хлопоты. Давление, да. Можно вести переговоры о том, чтобы перенести площадку с Минска в Будапешт. Будапештский формат хорош для этого. По крайней мере, но это чисто вот такая вот пиаровская история. То есть это чисто давление на Путина, признание его международным террористом, признание его абсолютной нелегитимности. Это вот совершенно другая история. Практически надо вот просто понять как аксиому. Пока Путин в Кремле, Крым будет оккупирован. Никакой другой возможности не существует. Теперь я хотел бы ответить на тот вопрос, ради которого, я так понимаю, в общем, вы меня пригласили к своему сегодняшнему эфиру. Что касается вот этой истории с обнулением, то это, безусловно, преступление по многим параметрам. Это преступление против Конституции Российской Федерации. При всей ее недостатках она все-таки есть.
Она, конечно, превращена в половую тряпку, но какие-то остатки ее существовали. Сейчас уже все. После 1 числа никакой конституции не будет. Вся эта история с обнулением — это полная фикция, потому что никакого она происходит не по закону, не по праву. Вы сейчас сказали, что до 1936 года — это ошибка, потому что Конституционный суд России уже сказал, что, ну, в конце концов, Зорькин высказался, что, ну, в конце концов, как народ решит, так и будет. Если, например, народ захочет после 1936-го, там, до 3000 года Путина президентом иметь, ну, пусть имеет. Так что это все, на самом деле, установление вечного пожизненного самодержавия. Самое главное, что это никаким образом не продляет, не укрепляет власть Путина, это бессмысленно даже для него самого. Это все какие-то ритуальные танцы, потому что мы помним, как Михаил Сергеевич Горбачев, мы тогда еще формально были с вами в одной стране, которая называлась Советским Союзом, в марте 1990 года устроил абсолютно законный, в отличие от этой фикции, законный референдум о сохранении Советского Союза. 80% граждан СССР пришли, 76% из них честно проголосовали за сохранение Союза, через 4 месяца Советского Союза не стало. Поэтому загородиться, укрепить свою власть вот такой вот фикцией, как вот этот вот безумное голосование, абсолютно незаконное, непонятно что, А как вы это считаете, утопия. зачем это Путину, если он мог просто вместо себя поставить какую-то марионетку и продолжать управлять страной, как это было когда-то с Медведевым? Зачем ему это сейчас? Уже нет. Время изменилось. Путин на самом деле, ну, второй раз Медведева ставить, да даже если Медведева, вот понимаете, сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Путин на протяжении почти 20 лет был ключевой фигурой власти в России. Он был так называемым решалой. Вот все кланы, во-первых, все, что он делал, включая оккупацию Крыма, в этом был заинтересован не только Путин. В краже ЮКОСа был заинтересованы все силовики. В уничтожении свободы слова в России были заинтересованы чиновники. Сегодня, вот в том, что Путин делает, заинтересован один человек. Лично Владимир Владимирович Путин. Он на самом деле надоел не только населению России в значительной степени, но и, так сказать, всем тем бенефициарам прошлых своих преступлений, которыми он занимался на протяжении 20 лет. Сегодня, если Путин сейчас уступит креслица на кому-то погреть, то он просто исчезнет. Он просто исчезнет. Вот сейчас это уже не работает. Тогда вот не кажется ли вам, что изменение основного закона страны стало вот вызовом для граждан Российской Федерации, потому что я понимаю, что это ведь и полномочия его теперь расширяются, и он получит право освобождать, ну, то есть от должности судей Конституционного суда. Вот при таких условиях, наверное, трудно ожидать, что какие-то другие решения Конституционного суда будут идти вразрез с его решениями. Может, Ну, готов русский народ принять этот вызов? Нет? Ну, во-первых, нет никакого конституционного суда в России. Все, его больше нет. Это вот совершенно очевидно. Его на самом деле нет давно. Сейчас это все оформлено юридически, поскольку он исчез как самостоятельная отдельная ветвь власти, или, по крайней мере, сучок власти какой-то. Все, его больше нет. На Ну это да, не то надо есть что больше. еще должно произойти, чтобы люди поняли, Э, что его нет? Я к этому и веду. Ну, на самом деле, люди это уже давно поняли, никого это уже не интересует, все эти фикции. На самом деле должна произойти та ситуация. Неизбежный страх перед голодной смертью должен превзойти по своему уровню страх перед полицейскими дубинками. И сами полицейские дубинки должны, в общем, ощутить, что подавляющее большинство народа готово к выступлению. Когда и как это произойдет, любой прогноз в этом плане будет безответственностью и авантюризмом. Россия абсолютно непредсказуемая страна. Мы помним, как рухнула Российская империя. Розанов правильно сказал, Русь слиняла в 3 дня, там, в 2 дня, максимум в 3. И точно таким же образом в 2 дня слинял Советский Союз. Это происходит неожиданно, что будет триггерным событием, предсказать абсолютно невозможно. Но это Мгм. произойдет. Потому что на самом деле власть сегодня держится на пустоте. Вот это еще одна аксиома, которая, ну, с моей точки зрения, аксиома, которая, мне кажется, было бы
интересно просто, ну, или усвоить, или обсудить, или, по крайней мере, подвергнуть сомнению. А может ли быть такое, что люди не проголосуют за изменения в Конституции? Это невозможно по определению, потому что никакого голосования нет. Если вы хорошо знаете условия этого голосования, то там голосование через дверную ручку, можно в окно выкрикнуть и сказать «да», можно там какой-то телефонный звонок, когда вас спрашивают, условно говоря, как у вас, как меня слышно, человек отвечает «да», ему говорят «спасибо, у вас голос учтен». То есть это на самом деле абсолютно ну, смешная история. Гипотеза, что кто-то проголосует, ну, проголосует. Ну, вот представить себе ситуацию, что госпожа Панфилова выходит там 2 или 3 числа и говорит, что, вы знаете, вот, Владимир Владимирович, ну, не получилось, народ не поддержал ваши поправки. Ну, такую опцию представить невозможно, это все на полке ненаучной фантастики. Один из лозунгов этого дня — «Мы победили коронавирус». Верят ли Ну, россияне в это? да нет, конечно. На самом деле отношение к ситуации с коронавирусом такое, что есть какая-то часть людей, которые изначально не верили, что это существует, изначально считали, что это придумали какие-то там либо начальство, либо какие-то злые бизнесмены, там Билл Гейтс это все придумал для того, чтобы чипировать россиян. Мгм. Значит, какая-то часть так думала, она думает так и сейчас. Ну, за исключением тех, кто уже умер от коронавируса из этих неверующих. А вторая часть до сих пор понимает, что да, коронавирус есть, и все, кто это понимает, прекрасно понимают, что вот это вот внезапное излечение России от коронавируса — это результат просто подтасовки, это результат абсолютно липовой статистики, которой абсолютно никто в России не верит. Ну, просто, ну, нельзя же уже дальше откладывать, уже, ну, не до осени же. Мгм. Поэтому решили объявить о конце коронавируса, а сейчас на самом деле идет взрыв. Сейчас идет увеличение числа смертей, это тоже достаточно известно. И это одно из важных преступлений путинского режима. Еще одно преступление — это создание вирусной бомбы как раз вот в этот период голосования. Потому что какое количество людей заразятся и потом умрут, ну, мы впоследствии, может быть, узнаем. Игорь, мы знаем, что вы побороли коронавирус, и очень рады вас снова видеть в наших эфирах. Будьте здоровы. Спасибо большое, что связались с нами. Спасибо. Игорь Спасибо. Удачи Яковенко, вам. журналист Москва, был с нами на прямой связи. Що скажете? М, Скоріш за все, треба зазначити, що в Російській Федерації як не було прав людини, так їх і не буде. А капсулювання влади Володимира Путіна означає десь, мабуть, початок монархічного режиму. Десь так. Ну, судячи з тих заяв, які ми почули від Яковенка. Нерадісні заяви, але з іншого боку, мабуть, якщо люди обирають таку владу, то думають вони і несуть за це відповідальність. Хоча, мабуть, і тут декого і звинуватити важко, тому що насправді такого опонента Володимиру Путіну останнім часом ми не бачили, а після смерті Німцова, такої раптової, то, мабуть, ще й не скоро така людина і виросте, тому що всі потуги Навального і Собчак це взагалі, як на мене, ручний такий квазіполітик. Мгм. А у Навального проблеми того ж характеру. Він за межі великого міста Москва далі якось не просунувся. Так, були підтримка акцій по великих містах Російської Федерації, але вони не переросли в той рух, який мав би бути. А как Украина должна реагировать на проведение нелегального голосования на территории временно оккупированного Крыма? Что мы можем Абсолютный протест. Протест на всех международных площадках. Везде, где мы можем быть услышаны или должны быть услышаны, и мы там должны выступить. Иначе нельзя. Мы точно так же протестовали, помните, по выборам в Госдуму России на территории оккупированного Крыма. Поэтому однозначно, это продолжение нашей этой линии противостояния. Наверное, где-то в чем-то это такие упаднические настроения, но Яковенко сказал одну вещь, это болезненная вещь, но, скорее всего, нам придется пока с ней примириться, но из этого примирения, на самом деле, принятия, да, будет расти и наша стратегия победы.
Пока Путин у власти, о Крыме мы можем забыть. Вот я вот это вас хотела спросить. И Все меня об это, этом честно, говорят. нет, честно говоря, это очень вот- больно. И с этим это просто хочется вытолкнуть из своего сознания. Ну вот Яковенко об этом сказал, да, вот многие эксперты Для говорят, Путина что вот поражение. Путина не будет, Если- все, да, все быстро давайте решится. Но мне скажем кажется, так. это позиция Знаете, терпилы. Вот ждать, пока там с Путиным что-то случится, и потом, может, Крым вернем. Нет, ну, я бы не сказала, что это позиция терпилы. У нас позиция по Крыму потерпевшей страны. Так или иначе. У нас отобрали, отгрызли часть нашей территории. Но мы Это не раз. можем сидеть и ждать, пока с Абсолютно. Путиным что-то случится. Абсолютно. Поэтому наше широкое представительство на европейских и международных площадках, где мы каждый раз все, желательно, чтобы и оппозиционеры, желательно, чтобы и все провластные представители говорили о том, что нам должны вернуть Крым, обязаны вернуть Крым. На сегодняшний день Крым местами превратился просто в огромную российскую военную базу, поэтому забрать, или вернее, как бы добровольная сдача Крыма Путиным будет воспринята как поражение. Хотя, вы знаете, может быть, в одной из башен Кремля что-то случится однажды. Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность», возмущен попытками стороны защиты экс-президента Виктора Януковича оправдать российскую агрессию и переложить ответственность на Украину за незаконную аннексию Крыма и оккупацию на Донбассе, сообщает пресс-служба партии. Об этом он заявил на допросе в ходе заседания по делу госизмены Януковича. Давайте его послушаем. Якщо ви проаналізуєте інформацію, яка стала публічною про перехоплення розмов керівництва Росії, вони давали чіткі вказівки про атаки на мене та недопуск до Сімферополя. І всебічно мені перешкоджали. Та мене це не зупинило, і я провів усі необхідні зустрічі у Криму. До речі, я був єдиним, який приїхав із цією місією. Коли я повернувся до України, вніс пропозиції негайно організувати консультативну групу, у якій представники Верховної Ради Криму взяти участь не змогли, бо Крим уже перебував під окупацією. Рішення президента Януковича звернутись до президента Росії Путіна всупереч Конституції із запрошенням іноземних військ на територію України та здійснення агресії зробило його злочинцем. Злочин Януковича був продемонстрований 1 березня 2014 року російським представником на Раді безпеки ООН. Тоді представник російської влади продемонстрував лист, яким Янукович запрошував окупаційні війська на територію України, якими були здійснені спроби легітимізувати російську агресію у Криму. Значит, на этом допросе Порошенко говорит, что армии практически не было. Вот такое отношение к вооруженным силам в Крыму, это была последовательная какая-то подготовка к аннексии полуострова или же все-таки халатность власти? Здається, у 2008 році теж Шкурчинський публікував статтю, я не згадаю, як вона називається, але здається, вона називається «Як у нас будуть забирати Крим». На жаль, так все і воно і відбулося. Тому що центробіжні сили, які підігрівалися певними кураторами з Москви, вони однозначно мали вплив на більшу частину населення. Це перше. Друге, армії фактично і не було. Нас систематично Російська Федерація намагалася підм'яти. Якщо ми пригадаємо, для дуже багатьох все, що відбулося після 2014 року, воно якось, знаєте, спросувалося там десь в далекому кутку пам'яті. Але давайте згадаємо 12-й рік, здається, 11-й рік, коли були торгівельні воїни Російської Федерації з Україною, ми навіть в Всесвітню організацію торгівлі зверталися. Тоді ж ще раніше, якщо ми подивимося по структурі, наш ВПК, військово-промисловий комплекс, який продукував і досі продукує досить потужну сучасну зброю, намагалися забрати. Вводилися туди акціонери російські, начебто під гарними гаслами нових інвестицій. А потім ці заводи банкротилися, ці промислові здобутки українські, вони забиралися. Все, і пропадали. Ну, можемо згадати, як там були викрадені певні конструкторські розробки, фактично. Тому насправді не було добросусідських стосунків, відносин, не було їх. Була планомірна робота на ослаблення України, як зовні, так і внутрішньо. Фактично, з якого моменту? З моменту провозглашення? Я думаю, з того моменту, коли вперше, я думаю, що десь, мабуть, після першого строку Єльцина,
у нього вже був і другий строк. Но он и президента. третий хотел, потом Ну, ему бачите, Конституционный суд не дал. забрали. От після першого строку Єльцина, після того, мабуть, як десь в ті роки була спланована така група, це вже говорять відверто дуже багато військових аналітиків, яка розробляла стратегічно, послідовно ситуацію по окупації Криму. І то, коли там з'явився піар-менеджер пан Лужков, Мгм. це фактично вийшло в таку активну інформаційну фазу. Какие перспективы увидеть Януковича за решеткой? Якщо скажу марні, то я знову продовжу цей тренд. Я думаю, що поки що він відіграє таку певну пасивну роль в конструкті Путіна. Він буде залишатися і живий, здоровий, там, де він зараз знаходиться в Підмосков'ї, і буде звідти. До речі, його так якось давно не чуть було. Треба почути його заяву особисто. Не виходив, ручки не ламав Шарікові. Тому нам його не видадуть. Я вам обещала поговорить про Минск. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина держит минские переговоры на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Давайте послушаем его. Я б сказав, Мінськ ще не вмер, але Україна тримає його на німецько-французькому апараті штучної вентиляції легень. Вибачте за чорний гумор. У дипломатії є 3 основних методи досягнення мети. Перший – це щось активно робити, нав'язуючи свій порядок денний, свої ідеї і змушуючи партнера реагувати. Другий – це нічого не робити. Тоді речі, як правило, помирають самі собою, або тебе заганяє партнер, який щось робить. І третій – імітувати, що ти щось робиш, але насправді нічого не робити. Я не хочу заглиблюватись в минуле, але зараз наша принципова позиція – використання першого методу – наступальна, активна дипломатія, ідеї, ініціативи, пропозиції. Кулеба намекает на то, что все это время была имитация деятельности или что? Ну, цікаво, знаєте, така теза. А ще вона буде цікавіша, якщо ми подивимося, що за рік президентства Зеленського обіцяного миру не прийшло. Тому виходить, що всі нападки Зеленського в разі кандидата на президента тодішнього Порошенка, вони несправедливі. Порошенко 5 років намагався утримувати ситуацію, просуватися по лінії Мінська. Ми визначили за міжнародними договорами, тому що Україна відповідальна держава, що ми будемо вирішувати цей конфлікт політико-правовим шляхом. Саме тому були підписані і Мінськ-1, а потім Мінськ-2, це комплекс заходів по урегулюванню ситуації на Донбасі. Но сработает ли вот этот метод дипломатии в урегулировании войны на Донбассе? Кулеба говорить про якісь ініціативи, про якісь плани, але Да. за рік ініціативи планів ми від нього не чули. На противагу у своєму відкритому листі майже сьогодні Віктор Медведчук сказав, що вони не бачать миру, а вони пропонують ініціативи, вони хочуть підтримки для людей, які живуть на Сході. Фактично, якраз, а тепер подивимося на рейтинги. Да? От на рейтинги і побачимо, що якраз базовий електорат, який відзивається, говорить, що йому потрібен мир, цей базовий електорат Володимира Зеленського і партію «Слуги народу» знаходиться на Сході і на півдні України. І там якраз люди дуже потерпають від того, що немає миру. Дуже потерпають від того, що немає стабільності. Фактично. Тому відозви Кулеби, вони, ну, знаєте, поки що вони не... Я не бачу конкретної якогось такого втілення. Тобто говорити про те, що ми переходимо в активну фазу, окей, але ми не бачимо Ну, цих що це активних дій. означає, Да, да. що це означає? Нам на противагу іншим опозиційним політикам, які весь час говорять, вони інформаційно доносять свою позицію, виступають з цим. Зрозуміло, що таким чином і буде оцей ж, ми нікуди не підемо від цих перетоків, перетікання, куди дівається електорат Володимира Зеленського, партії «Слуги народу». Він чує ті ж самі слова, які Зеленський говорив, коли йшов на цю посаду. Він говорив про мир.
Дивимося, зараз Медведчук говорить про мир. Ми чуємо про те, що він, пам'ятаєте, ця битва на стадіоні про тарифи, про якісну медицину. Зараз Україна стикнулася з коронавірусом. Де ця якісна медицина? Ми очікували, що новий міністр разом з президентом, які заявили, що другий етап реформи взагалі медичної галузі треба передивитися цю реформу, що він буде зупинений, цей другий етап, але він не зупинений. Ну, Насправді у нас кількість людей, лікарів, які звільняються, вона величезна. І це нас лякає. Знаєте чому? Тому що друга хвиля коронавірусу все одно прийде. Ми знову будемо не готові. І оця, знаєте, чорний гумор Кулеби про штучний апарат дихання, повернемося і зациклюємо все це. Бо ми говорили про те, що нас ослаблювали багато років Російська Федерація, наш військово-промисловий комплекс. Ви знаєте, що наш військово-промисловий комплекс і зараз готовий виготовляти апарати штучного дихання. Але за цей час ми не побачили жодного державного замовлення. Ви знаєте, коли скажімо так, прихильники президента Зеленського говорять, що при Порошенку все було так погано і чому він не зробив мир, то я зараз можу запитати у них, у вас був рік, ви говорили, що ви зустрінетесь, ви пішли на підписання Паризького комюніке, ви розвели війська в 3 точках, але від цього люди не перестали гинути. І, до речі, ми ніяк не просунулися на шляху миру. 70% українців говорять, що найголовніша проблема на сьогоднішній день в Україні – це відсутність миру. А відсутність миру і на Донбасі, і відсутність нашої території, Луганська, Донецька область і Автономна Республіка Крим – це те, чого ми всі прагнемо. Ну вот смотрите, когда мы говорим об инициативах в Минском процессе, может привлечение журналистов, вынужденных переселенцев из Донбасса в трехстороннюю контактную группу, может быть каким-то таким проявленням цієї ініціативи? Тобто можемо вважати з вами, що те, що сказав Кулеба про активні дії, це введення в склад нашої української делегації в тристоронній контактній групи. Ну, по крайней мере, то, що ми увидели за останнє время. Але перед цим ми бачимо, як провалилася платформа Сивохи. Але перед цим ми бачили, що провалилася ситуація і не дуже наші європейські партнери підтримали ідею пана Єрмака, пана Єрмака стосовно консультативної ради. Но она не работает сейчас, давайте вот по-честному говорить, ее нету, да? Ну, ось, Консультативного этого совета. Так, і ці ідеї провалилися. Якщо це наступальні ідеї, це трошки не те. Ми говоримо тут якраз про імітацію. От якщо по ранжуванню, який нам запропонував Кулеба. Неудачная була. А зараз, ви знаєте, для Російської Федерації, тому що трьохстороння контактна група – це Російська Федерація, Україна і ОБСЄ. Для них присутність людей без статусу нічого не змінює. Там мають бути люди вагомі. І люди, яких має почути російська сторона. А ці люди для російської сторони завжди мають бути, як говорять, облічені властю. Це мають бути, у нас там зараз є Резніков, дай Бог йому здоров'я, хай скоріше вилікується від коронавірусу. Ось, у нас там з'явився Резніков, у нас там будуть з'являтися, як нам говорять, народні обранці. Ось цих людей будуть чути. Те, що зараз введені представники, там, як цивільні, від України, вони знакові, той же ж Гармаш, той же ж Казанський. Але насправді для Російської Федерації їх голос – ніщо. Повернемося знову до того, що говорив Яковенко, що немає прав людини Російської Федерації, немає Конституції Російської Федерації. І тому для Російської Федерації лише людина, яка є при владі і при силі, вони те чують. Все інше, всі заяви наших представників, вони будуть іти туди, десь в пісок, молоко. А как вы думаете, вот как можно, раз уж Кулеба заговорил медицинской терминологией, мы тогда продолжим, как реанимировать Минские соглашения? Тут важко, тут непросто. Тут треба йти проти дуже багатьох критиків і владі Володимира Зеленського, фактично абсолютній владі, і представникам в парламенті партії «Слуги народу». І під кожен пункт, під яким ми підписалися, треба прописувати механізм його реалізації. До чого ми ще не дійшли. А нужно их реализовывать? Вот потому что, знаете, многие говорят, что на самом деле Минск никто реализовывать и не собирался, потому что все понимают, что первый пункт Минских соглашений пока не будет выполнен, к следующему переходить не надо и нельзя. А чого ми підписали Мінськ-2, ви пам'ятаєте?
Прекращение огня, сдерживание агрессии. У нас тоді була страшна ситуація, це 2015 рік, початок, страшна ситуація, Да. і в нас були величезна кількість загиблих і якраз і в Донецькому аеропорту. І тоді підписання зупинило криваву фазу. Потім потрібно було, тут можна висувати претензії і Петру Порошенку, чому потім ми, зупинивши цю криваву фазу, не перейшли в правову площину і не почали продовжувати це, прописуючи механізми. На жаль, ви знаєте, що у нас навіть Міністерство тимчасово окупованих територій, Мінтоц, з'явився в кінець 16-го року. Тобто цілий рік ми втратили, 15-й рік і майже там до середини 16-го. Той час, коли ми могли, коли Російська Федерація відступила, коли вона, знаєте, там на поводдя взяла оцих своїх цепних псов в так званих ДНР і ЛНР, ми тоді якраз втратили час. Але цей час можна зараз надолужувати. Це не просто, це важко, це прописувати процедури, це повернутися до ситуації, і ви знаєте, що неодноразово ми говорили про те, що як бути з цивільним населенням, з тим цивільним населенням, яке підтримало окупацію, а з тим цивільним населенням, як бути, яке не підтримало, але в зв'язку з певними життєвими обставинами не поїхали. Це так звані люди, які у внутрішню еміграцію пішли. Вони просто мовчать. І мовчали тоді, і зараз мовчать, чекаючи, коли повернеться українська влада. А якщо ми згадаємо і накладемо на всю цю ситуацію, заяви не так давно були озвучені тим же самим керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком стосовно того, що вбачають, що навіть цього року разом з місцевими виборами в Україні будуть проведені місцеві вибори на окупованих територіях Луганської і Донецької областей, виходить така каша. І якраз виходить вона під ту третю градацію, яку озвучив Кулеба, це імітація. На жаль, ми знову бачимо імітацію. Ніякого активного просування по цьому шляху. Давайте перейдем на тему санкций. Правительство Германии выражает обеспокоенность в связи с планами администрации Соединенных Штатов Америки расширить санкции в отношении строительства газопровода «Северный поток-2». В Берлине с сожалением ознакомились с инициативой сенаторов Соединенных Штатов, сообщили в воскресенье 14 июня агентство ДПА со ссылкой на источник Министерства иностранных дел ФРГ. Давайте послушаем их цитату. Нові санкції будуть означати серйозне посягання на європейську енергетичну безпеку і суверенітет Європейського Союзу. Уряд Німеччини не визнає санкцій з екстериторіальним впливом. С нами сейчас на прямой связи Андрей Пиантковский, российский публицист. Витаю вас, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вот как вы считаете, можно ли сказать, что санкции Соединенных Штатов в отношении Северного потока-2, в случае, если они будут введены, делают фактически невозможным завершение строительства Nord Stream? Практически да, если они будут реализованы. Они же так называемые вторичные, они против тех компаний, которые технологически участвуют в строительстве потока. А без помощи этих компаний Российская Федерация самостоятельно не может завершить это строительство. «Газпром» не сможет обойти эти санкции? «Газпром», еще раз повторю, без технической помощи ряда зарубежных компаний своими силами «Газпром» не способен это реализовать. Угу. Скажите, Весь вопрос в том, что вот эти западные компании пойдут на конфронтацию с Соединенными Штатами или нет. Да, вот это я и хотела спросить. Вот как-то повлияет вот этот пакет санкций на отношения Соединенных Штатов и Германии? Ведь мы знаем, что в Берлине, вот вы услышали сейчас заявление, да, не шибко довольны тем, что происходит. Это старый спор Германии и Соединенных Штатов. Он уже в течение года продолжается. Тут позиции сторон уже определились. Мне кажется, Меркель сама виновата в этом конфликте, когда она пошла на уступку еще несколько лет назад Путину. Украина очень решительно выступала против этих санкций, потому что против этого проекта он откровенно носил антиукраинский характер, чтобы получить возможность транспортировки газа помимо Украины. И вот она поверила таким фальшивым
обещаниям Путина, что интересы Украины будут учтены. Ну, это был выбор немецкой стороны в данном Ну, случае. да, но мы же видим, что «Северный поток-2» очень дорого обходится Путину. Зачем ему этот проект? Ну, он надеялся до последнего момента. Владимир Владимирович Путин до последнего своего вздоха во власти и в жизни будет делать все, чтобы уничтожить Украину, украинское государство. Он же не признает вообще существование украинского народа. Украинство считает болезнью головного мозга. Ну, естественно, для него любая гадость в отношении Украины – это первоочередный геополитический и психологический приоритет. Ну, вот такой у вас сосед на севере. Что поделать? Да, к сожалению. Смотрите, республиканцы Палаты представителей Конгресса США выступили с предложением ввести беспрецедентно жесткие санкции в отношении России, Китая и Ирана. Об этом говорится в докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», опубликованном влиятельным партийным комитетом, в который входит около 150 конгрессменов. Среди прочего, предлагается способствовать отключению России от системы SWIFT. Давайте сейчас послушаем цитату и продолжим нашу беседу. Санкции фактически отрезали бы российский бизнес от мировой финансовой системы, поскольку большинство международных платежей протекает через SWIFT. Это также усложнит российским нефтяным компаниям обработку своих американских выплат за нефть. Оперативная группа рекомендует разработать процесс, предполагающий отмену санкций лишь в случае, если госсекретарь может подтвердить, что Россия выполняет Минские соглашения, прекращен огонь на востоке Украины, выведены российские войска и восстановлен полный контроль Украины над своими границами. Ну, на самом деле, Соединенные Штаты Америки уже не впервые грозятся ввести такие жесткие санкции в отношении России. На сайте Белого дома только уже несколько лет висит законопроект о введении таких драконовских, адских санкций в отношении США. И вот сейчас вот этот доклад 150 конгрессменов. Что это значит, вот если мы периодически видим такие вот информационные фиды с угрозой, да, там ввести вот эти вот санкции? Вот эта акция республиканцев, она неординарная и носит очень серьезный характер. Она же возникла в ответ на беспрецедентное в истории Соединенных Штатов выступление высших военных чинов, интеллектуальным лидером которых является бывший министр обороны Джим Мэттис, но выступали и действующий министр, и ведущий генерал против Трампа. Мэттис заявил, что Трамп представляет угрозу американской конституции. Поводом к этому выступлению была попытка Трампа использовать войска для подавления беспорядков. Но причины гораздо более глубокие. Это расхождение глубинного государства, так называемого, которое вот представляет Пентагон, спецслужбы, Госдепартамент, с Трампом и прежде всего с его путинофильскими настроениями. И вот республиканцы, и, кстати, первый опрос общественного мнения после выступления военных дал невероятное увеличение в разрыве голосов сопернику Трампа Байдену. У Байдена 55, у Трампа 41. Такого разрыва никогда не было. Республиканцы оценили, они почувствовали эту ситуацию в стране, и они сейчас пытаются отчаянно на антипутинской волне как бы объехать демократов и доказать, что они еще большие антипутинцы, чем демократы, но потому что переизбираться-то не только Трампу, в конце концов, для них черт с ним с Трампом, он проиграет 3 ноября, но все члены Конгресса, они же тоже переизбираются. И сейчас сложилась уникально благоприятная для Украине ситуация, когда весь политический класс Соединенных Штатов, весь военно-политический истеблишмент выступает в пользу Украины. Украина сейчас может получить в Вашингтоне, я говорю вам как вот наблюдатель вашингтонской политической жизни, находя все, что нужно для сдерживания и отражения дальнейшей эскалации российской агрессии, а Россия сейчас угрожает и там и на юге, под предлогом гуманитарной катастрофы Крыма с водой и на Востоке, уникальная возможность получить статус так называемый non-NATO ally
статус, Ага. союзник Соединенных Штатов, не член НАТО, получить переход к Будапештскому формату вместо нормандского, любую помощь в поставках оборонительных вооружений. Этот шанс, который, если украинское руководство это не использует, это будет просто предательством страны. Мгм. Но Уникальная возможность сейчас сложилась в Вашингтоне. президент Америки Дональд Трамп, выступая в военной академии Вест-Пойнт, если я не ошибаюсь, заявил о том, что США заканчивают эпоху бесконечных войн и должны сосредоточиться на собственной защите. Это как-то Украину касается? Это никак Украины не касается, потому что когда я говорю об американской помощи и поддержке Украине, имеется в виду, разумеется, не чисто военная помощь. Американские солдаты никогда сюда не придут сражаться вместе с украинскими, потому что Украина не является членом НАТО. Но вся другая военная помощь, политическая, экономическая и военными поставками, вся другая помощь сейчас будет оказана, и единственное, что необходимо, это политическая воля украинского руководства. Мгм. Ну вот, возвращаясь к теме санкций, вот что я хотела вас спросить. Вот там предлагается способствовать отключению России от системы SWIFT. Об этом на самом деле вот уже на протяжении 6 лет говорят многие политики, когда задаешь вопрос, а что, как повлиять эффективно на Россию, и говорят две вещи: отключение от международной системы SWIFT и введение полного эмбарго на нефть. В каком случае такие санкции могут быть введены? Ну, во-первых, давайте не будем забывать, я не знаю, насколько это прошло в Украине, эта информация. 17 апреля советник президента Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен звонил Патрушеву и предупредил его. Это известно и моим источникам в Москве, и в Вашингтоне. Об этом и я писал, и другие комментаторы. Он предупредил очень жестко, что в случае дальнейшей эскалации в Украине и Беларусь, он, между прочим, добавил туда и Беларусь, потому что было много слухов о российско-кремлевских планах относительно Беларуси, будут приняты такие меры, как нефтяное эмбарго и отключение от системы SWIFT, а также еще арест активов, токсичных активов российской верхушки, близких к Путину олигархов. Я об этом неоднократно напоминал и писал, что оценка этой актива оценивается в $1 триллион примерно. Мгм. Но вот теперь республиканцы, собственно, республиканцы идут дальше в своем предложении, даже не дожидаясь дальнейшей российской агрессии, а уже по совокупности преступлений, уже совершенных путинским режимом, принять эти самые жесткие санкции немедленно. Ну и плюс еще не забывайте, как бы вишенка на торте республиканских предложений, это объявление России государством-спонсором терроризма. Мгм. Спасибо вам большое. Спасибо, что подключились к нашему ефіру. Андрій Піантковський, російський публіцист, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам. Ну что вы думаете относительно санкций? В каком случае, по-вашему, они могут быть введены в отношении Российской Федерации? Насколько бы эффективно они ударили по ее экономике? А тут нужно не забывать, что кроме того, что есть борьба с Северным потоком, У нас 40 секунд. да, давайте не забывать, что все равно Соединенные Штаты Америки пытаются навязать свой сжиженный газ Европейскому Союзу. Поэтому здесь еще Интерес, абсолютно здесь идет очень чистая, прагматичная экономическая война и соперничество. И я думаю, что такое объединение, про которое сказал сейчас Пятковский, с власти Соединенных Штатов Америки давно не было. Поэтому если Украина это использует, пока двое больших держав между собой будут соревноваться, Украина должна использовать максимально для себя, все выгоды собрать. Если у нас хватит той активной стратегии, о которой говорил господин Кулеба, будем инициативными, будем предлагать и будем настойчиво требовать и помощи, и укрепления нашей обороноспособности. Дуже дякую вам. Я Світлана вам Кушнір, дякую. політичний експерт.
Спасибо большое, что пришли к нам в студию. А мы не прощаемся, буквально прерываемся на 10 минут. Смотрите сейчас информационную программу «Заман». Самые актуальные новости временно оккупированного Крыма и не только. Сейчас, через несколько секунд. Ну а после в эту студию будем мы продолжать обсуждать эти новости. Коршкевич.